Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Говорить о победе над коронавирусом в регионе пока рано. Айсен Николаев обратился к якутянам, на что еще обратил внимание глава региона. В республике продолжают чипировать домашних животных, а в Горном Улусе стартовал двухмесячник регулирования численности бездомных собак. Повышая уровень сервиса, специалисты сферы туризма и гостеприимства Якутии прошли обучение у экспертов из Москвы. Говорить о победе над коронавирусом в регионе пока рано. Об этом сказал глава республики в своем обращении к якутянам. Вместе нам пришлось преодолеть многое. Мы продолжаем консолидировать ресурсы, не только обеспечивая стабильность экономики, но и добиваясь поставленных целей развития. Однако, несмотря на значительное отступление болезни, все еще рано говорить о заключительной атаке инфекции, сообщил Айсен Николаев. Глава Якутии подчеркнул, что одержать победу над COVID-19 поможет массовая вакцинация. Она необходима для того, чтобы свести к нулю заболеваемость и как можно быстрее вернуться к полноценной жизни. Очень важно достичь более высоких темпов иммунизации жителей республики. Это нужно, чтобы свести к нулю заболеваемость и как можно скорее вернуться к полноценной жизни. Также это нужно, чтобы защититься от последствий COVID-19. Осложнения после этой болезни еще не изучены и непредсказуемы, поэтому очень опасно. Уберечь людей от болезни, а значит от ее последствий – вот важнейшая цель вакцинации. И я уверен, и вас призываю, уважаемые якутяне, надо взять заботу о собственном здоровье в свои руки, снять риски опасной болезни. Тогда личная победа каждого из нас приведет к общей и полной победе над инфекцией. Завершается заключение контрактов на дорожные работы в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На сегодня подписаны документы по 23 объектам общей протяженностью более 200 километров. Как отметил генеральный директор Укравтодор Якутии Семен Филиппов, остается законтрактировать до начала апреля один объект. Это ремонт дороги Хатасы протяженностью около 5 километров. Глава ведомства добавил, что в этом году основные дорожные работы по нацпроекту будут развернуты на дорогах Амга, Умнас и Нам. Вместе с тем, с опережением идут проектно-изыскательские работы на период до 2024 года. В частности, по 2022 году контрактация завершена и начато проектирование объектов. В Горном Улусе начался двухмесячник регулирования численности бездомных собак. Бродячие собаки давно стали частью жизни российских городов. Стаями они бродят и зачастую пугают горожан. Так проводятся рейды в образовательных учреждениях и в местах массового скопления людей. На сегодняшний день составлено в ходе рейдовых мероприятий 3 предписания. У нас существует на данный момент такая проблема, что у нас нету приюта. Поэтому мы пока не можем производить отлов. Хотелось бы в дальнейшем дальше поработать с этим вопросом. Уточниться, произвести мероприятия, как кастрация, вакцинирование, регистрация и биркование, и отпустить на свободный выгул. Тем временем в регионе продолжается чипирование домашних животных. Об этом сообщает Департамент ветеринарии Якутии. Информация о животных попадает на интернет-портал «Все звери», который объединяет регистрационную информацию в единую базу данных. Это помогает оперативно найти пропавших домашних любимцев. В самом разгаре профилактические мероприятия в Устьянском и Сунтарском Улусе, а в Чериктейском ветеринарном пункте Усть-Алданского района проводят вакцинацию против бешенства. В прошлом году прививки получили более 60 собак и 20 кошек. В этом году наряду с вакцинацией проводится маркирование собак. Якутская птицефабрика продолжает наращивать объемы производства. Накануне там открыли обновленный цех по выращиванию молотки, полностью оснащенный современным итальянским оборудованием. С ним ознакомился Петр Васильев. Якутская птицефабрика полностью завершила начатую в минувшем году реконструкцию цеха по выращиванию молотки.
Несмотря на начавшуюся пандемию, итальянский подрядчик сдал всю работу в срок. Теперь производство пополнилось инновационным оборудованием и расширилось на 80 тысяч птицеголов. Одно из новшеств – это полностью автоматизированная система кормления. Комбикорм поступает через отверстие вот в этот кормобункер, который затем, с использованием специальной программы, оператором направляется напрямую в клетки. Помимо питания, система контролирует вентиляцию, отопление, увлажнение и охлаждение. В каждую из 105 новооборудованных клеток поместят по 14 цыплят, которых спустя 10 дней отсортируют и рассадят. Модернизация цеха позволит выращивать молодняк не только для промышленных цехов фабрики, но и для продажи фермерам и населению. Как отмечают специалисты, переоборудование уже показывает существенный результат. Так, за 2020 год объем производства на птицефабрике значительно вырос. Каждый день выпускается по одному яйцу на каждого жителя Якутска. По итогам 2020 года выпустили 68 миллионов штук. В этом году планируем 77 миллионов. Ну и далее, по 2024 год мы должны выйти на 100 миллионов. Ну и модернизация вообще она должна продолжаться. В ближайшее время в республике планируют построить новый бойный цех, который увеличит количество выпускаемой продукции. Таким образом, до 65% населения Якутии будут обеспечены качественной местной продукцией. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. Пресс-конференцию на тему защиты прав потребителей накануне провели в Якутске специалисты Центра стандартизации, метрологии и испытаний Управления Роспотребнадзора и Госнадзора Республики. Ответили на вопросы, связанные с проверкой приборов учета, качеству топлива, проверки торговых весов, маркировки товаров. Также сообщили, в какой контрольно-надзорный орган могут обратиться жители региона в случае нарушения их прав. Нужно обращаться, смотреть, открывать паспорт, смотреть, что поверка должна быть свежей. Допустим, если принесли ему счетчик в 2021 году, он должен смотреть, что клеймо должно быть с 2021 года. И годен он, допустим, по следующая поверка через 4 года или через 6 лет. У счетчиков холодной воды через 4 года, у горячей через 6 лет. Если вам принесли новый счетчик, а в паспорте отметка стоит 2018 года, естественно, что уже получается, что он как бы на 3 года просрочен. И также потребителя нужно предупредить о том, что не нужно обращаться в те компании за поверкой, которые не имеют аккредитации на это. Также в День защиты прав потребителя овощников Якутска проверяла окружная администрация и судебные приставы. Нарушения нашли в 3 павильонах. В рейд отправился и наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Проверка была осуществлена в 3 павильонах, расположенных по улицам Чиряева, Дзержинского и Лермонтова. В 2 из них выявлено отсутствие контрольно-кассовой техники, в 3-м объекте неприменение, что является нарушением 54-го федерального закона о контрольно-кассовой технике при осуществлении расчетов в Российской Федерации. Сейчас бумажкой положим, покажу. Сейчас. Изначально, когда под бананы покупали, вы же, получается, кассового аппарата, я так понимаю, не было? Работает. Нет, была, работает. Нет, вопрос не Просто бумажкой кончились. Вот. Я сейчас вопрос покажу. в том, когда он работает же, правильно? Также в ходе рейда были выявлены и другие нарушения, такие как неверно оформленные документы на владельца торгового павильона, а также частичное отсутствие ценников на продуктах и санитарной книжки у продавцов. Кассовым аппаратом почему не пользуетесь? Пользуемся, сломался, сегодня новый заказали, вы должны быть сегодня, завтра. Почему ценники отсутствуют на большинстве продуктов? Видим, перцы, да, ценников нету, потом виноград, потом арбузы, нету Почему ценников не поставил? Не успел наверняка. Сейчас витрины делаем же. Кассовый аппарат когда будет? Завтра. Аппарат. Завтра будет, Значит, да. сегодня вы не работаете. Сегодня уже закроемся, да. Вы говорите, что каждый день переклеиваете ценники, так получается? Да. Зачем? Они меняются? Ну, Каждый день цена разная. ну, конечно. На владельцев так называемых ларьков овощей и фруктов будут составлены протоколы инспекторами Федеральной налоговой службы. В данное время по отсутствию санитарных книжек информация направлена в Роспотребнадзор. По итогам выездов информация направляется в контрольные органы для принятия мер при выявлении тех или иных нарушений. Сегодня был выезд именно по отсутствию контрольно-кассовой техники, по применению контрольно-кассовой техники, по нарушениям права благоустройства города Якутска, а также на соблюдение требований закона о защите прав потребителей.
Окружная администрация города Якутска призывает горожан требовать контрольный кассовый чек после покупки, так как это является одним из наиболее частых нарушений. В случае отказа вы можете обратиться напрямую в налоговую. Если же отсутствуют ценники или нарушены ваши права потребителя, в этом случае вам стоит обратиться в Роспотребнадзор. Алексей Лукьяненко, Джулус Иннокентьев, Якутск. 25 специалистов сферы туризма и гостеприимства Якутии прошли обучение у экспертов Федерации ательеров и рестораторов Москвы. Они повысили квалификацию по 3 направлениям. Это туризм, общественное питание и гостиничный сервис. По результатам мероприятия им присвоили статус эксперта, а это позволит проверять специалистов на соответствие профессиональным стандартам и требованиям. Такого рода обучение проводят, чтобы повысить уровень сервиса в республике. Наша задача сейчас максимально приблизить наши внутренние стандарты, наше обучение к профессиональным стандартам, которые требуют новое законодательство. И поэтому мы, как ассоциация объединения работодателей, инициируем то, чтобы система профессиональных квалификаций была уже у нас внедрена в практической части. Наравне с повышением уровня сервиса в регионе востребована и профессия фуд-фотографа. Эти люди востребованы в ресторанах, кафетериях и продовольственных компаниях. Профессиональные фотографы используют особые секреты мастерства для того, чтобы даже самая обычная еда выглядела на снимках более привлекательно. Есть у якутских специалистов в этой сфере и успехи на мировом уровне. Например, работы фудблогера Натальи Конешниковой признали одними из лучших на международном конкурсе фотографов. Тесно сотрудничаю со всеми рестораторами нашего города, потому что меню должно обновляться, оно с разной периодичностью, плюс у каждого ресторана свои сезонные предложения, весенние, осенние. Хочется выходить за рамки фуд-фото, мы снимаем, ездим по Якутии, снимаем разные сюжеты. Также я увлекаюсь макросъемкой. Людям очень нравится, развивается внутренний туризм, интересны наши места. Я не рекомендую брать дорогие сразу камеры, нужно взять какую-нибудь дешевенькую камеру, посмотреть, пощупать, попробовать, понять, твое, не твое, потому что этим нужно болеть. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.